Было это или не было, трусливые или смелые, были волки бегунами, были лисы поварами, ворон был советчиком, воробей наведчиком. Давным-давно в городе Багдаде жил юноша по имени Синдбад. Был он сыном богатого купца, но по неразумению своему очень быстро истратил все деньги, которые оставил ему в наследство отец. Однажды утром, открыв завещанный родителям сундук, увидел Синдбад, что там пусто. Все, что осталось от богатства, это халат, ржавый кинжал да какой-то медный обруч. Долго думал Синдбад, как быть, и, наконец, придумал. Взял он медный обруч и пошел на базар. «Продам этот бесполезный обруч или хотя бы выменю его на лепешку», — сказал он. На базаре встретился юноша старый капитан, некогда бороздивший моря на кораблях, которые принадлежали отцу Синдбада. Увидев обруч, капитан рассказал Синдбаду легенду. Она гласила, что это не простой обруч, а часть заколдованной короны великого волшебника Сулеймана. Если соединить этот обруч с пером птицы Рух и сердцем трехглазого демона, найти которое нужно на далеких островах, корона обретет волшебную силу и сможет исполнить одно заветное желание. Выслушав капитана, Синдбад задумался, как ему быть. Ведь денег, чтобы нанять судно и доплыть до этих далеких островов, у него нет. Да и где находятся эти острова, неизвестно. Заметил старый капитан, как загорелись глаза Синдбада, и решил в память об отце юноши помочь ему в этом деле. «Мы можем построить корабль сами, а к островам уж как-нибудь доплывем», — сказал он. Синдбад с радостью принял предложение капитана, и они тут же принялись за работу. После долгих трудов корабль был построен. Вскоре в команду приняли двух опытных моряков, братьев-близнецов Хасана и Хусана, и, спустив корабль на воду, друзья отправились в дальний путь. «Юнга Синдбад, слушай мою команду. Для поисков частей короны волшебника Сулеймана мы должны построить корабль, который выдержит любой шторм». «Так точно, капитан! Сначала нужно заготовить доски. Ребята, помогите срубить подходящие деревья.